Всем привет! Сегодня у нас подкаст с Алиаскаром, трейдером. И давайте я сразу приступлю к вопросам. Алиаскар, почему ты выбрал путь работать на себя, а не на найме? Всем салам алейкум, добро пожаловать на подкаст. В принципе, причина простая. Я не могу позволить себе работать на найме. Я буду до конца рвать свою чтобы заработать своим трудом, своим умом, знаешь. И вот на это очень сильно повлияло мое детство. Расскажи-ка подробнее о своем детстве. Ну, что рассказывать? Я рос в ауле у Аташки и Апашки. Мои родители работали на найме. И вот не могли уделять время мне, потому что даже ехать до Ула им приходилось по 6 часов. И вот из-за этого я их почти не видел. Тогда я вообще не понимал, почему так, почему я не с ними. И вот однажды, когда я был мелким щеглом, к нам приехал, одним словом, вот дядька Тяхан же есть из Астаны, и он привез ведро KFC. Тогда что мы, щеглы, такое вообще никогда не видели, только по телевизору и только мечтали, вот, знаешь, попробовать это. И хоть оно уже было и холодным, но вкус этот я вот все еще помню. Этот вкус как будто показал мне, что есть совсем другая жизнь, что за пределами города, аула есть вообще мощнее жизнь, в котором все возможно. И ты тогда что-то для себя решил, какой-то инсайт словил, может? Не, ну стопроцентно здесь. Тогда я заложил себе в голову принцип. Я хочу стать одним из тех, кто живет вот свободно и уверенно, самое главное. Тем, кто сможет сделать счастливую свою жену, уделять время детям и иметь свое здоровье, самое главное. Свое время и свои решения. И путешествовать, развиваться, быть примером для всех, да, для подрастающего поколения. Я хотел такую жизнь и выбрал путь к ней. Но ведь трейдинг это путь непростой, ну, по мнению других, либо это просто везение, те, кто считают так, либо другие считают, что это вообще невозможный доход, то, что это обман. Что ты насчет этого думаешь? Не, ну это стопроцентно. Мне сейчас 21. И за это время я провалил больше 40 аккаунтов. Мгм. Но каждый раз продолжал. Потому что у меня не было тупо варианта Б. Я бросил все абсолютно. И я просто не знал, что я буду делать без трейдинга. И больше я не знал ничего абсолютно, кроме как добиться и сделать результат. Топить дальше, да? Да, я уже выбрал и до конца топил, несмотря на страх и сомнения. Хотя у меня были причины для страха. Да, можно понять. И что, по-твоему, отличает обеспеченного и свободного человека от того, кто на найме работает? Свое честное мнение скажи. Ну, как сейчас говорят же, это точно не связи, не стратегия, да, не везение, не какой-то там начальник. Разница в мышлении, в умении брать ответственность, ставить себя в положение в такое, где ты сам себе вот начальник, авторитет. Одним словом, босс, да, вот. И самое главное, это вести честный внутренний диалог. Сказать, так, ну я провалился, окей, почему, как и как это исправить. И вот это все начинается с головы. Теперь такой самый триггерный вопрос. Как ты относишься к обучению трейдингу в интернете, особенно у нас в Казахстане? Ну, блин, это для меня триггерная тема, вот прям пипец, как меня это задевает. Вот сейчас много реально фейков, много якобы трейдеров там, хотя они вообще туфту учат. Ну, сейчас много фейков, именно в Казахстане, потому что в СНГ есть очень много крутых ребят, которые реально пашут, делают. Но наши казахи, они почему-то из-за таргета в Инстаграме клюют на этих воздуханов. Инфо-цыганов? Да, вот сейчас очень много фейковых трейдеров, которые не торгуют, а только продают курсы. Сигналы там, какие-то секретные схемы обещают им. Ну, по факту, если спросишь у них ни опыта, ни результата, вообще абсолютно ничего, жесть. Да. А в целом для тебя что такое трейдинг? Вот? Что означает для тебя трейдинг в твоей жизни? Ну, трейдинг это не просто там про стратегию, да, там про какую-то схему, там по обложке, по картинке торговать. Это, по сути, 20% хорошая стратегия, вот реально, твой сетап, допустим, и 80% ты сам и твое мышление, естественно. И это про то, насколько ты умеешь справляться с собой и не бояться своих же там эмоций, мыслей, да, разных.
и тараканов в голове, потому что тараканы же, в принципе, у всех есть, да? Да. Вот. И самое главное — анализировать, учиться, быть гибким, не сливаться там с эмоциями, да, так скажем. Не только в торговле, но самое главное и в жизни. Твое мышление и действия в торговле легко покажут, по идее, какой ты в жизни человек и какая ты личность. Потому что трейдинг, он, по сути, воспитывает тебя как личность. Если ты начал заниматься этим, там, не знаю, с 17, да, с 18 лет, с 16 лет, он, по сути, выстраивает тебя и твою личность. С 15 лет, с 13 лет, с 10 лет, с 8 лет, да? А в целом еще Мгм. такой вопрос очень интересный для меня и в целом для многих, надеюсь. У нас есть такие ментора, да, трейдеры-ментора, которые ведут себя не очень корректно, и теперь подтекает следующий вопрос к этому. И что бы ты сказал тем, кто хочет начать трейдинг и купить у кого-то обучение, менторство особенно? Блин, ну вот реально, казахым, если вы реально вот хотите учиться, хотите там быть трейдерами, вот, пожалуйста, вот я реально умоляю вас же, есть вот Аллах үшін. Не торгуйте. Первое — это не торгуйте по сигналам. Второе — это не верьте всяким туфта. Выцыганил. Второе — это не верьте всяким воздуханам, что есть какая-то там секретная схема, там, ракетка и так далее. Не верьте таким вещам, потому что это тупо не существует. Не верьте там их словам и так далее. Вот, казахам, поэтому не ведитесь на это. И, и прежде чем брать у кого-то курс или менторство там, да, посмотрите на самого человека, как он вообще ведет себя там в разных конфликтных ситуациях, и есть ли вообще в целом у него результат. Все на этом. Почему надо смотреть, как он ведет себя в конфликтных ситуациях? Это подтекает к тому, что ты сказал, да? 20% это стратегия, 80% это какой ты в целом, да? Как думаешь? Да, 100%, потому что у нас есть, ну, я сам в целом с этим только справляюсь, потому что я, в принципе, начал вести канал на такую аудиторию вот недавно. Но, в принципе, есть один казах, он ведет медийное положение, есть медийное положение, и вот он реально, ему вообще пофигу же, есть, что происходит, как, что, и в целом он всегда спокойный. Вот реально, вот таким ребятам респект. И сам я учусь быть таким, потому что жизнь — это, в принципе, всегда учеба, всегда становление кем-то, вот. Все, спасибо большое за твои ответы на А вопрос. вам Думаю, спасибо. всем будет полезно послушать этот подкаст. Лично мне было полезно. Так что, если хотите такие же вот рубрики, Мгм. оставляйте реакции. Все, Да, спасибо, самое респект. главное, это реально, если такие реакции будут какие-то там положительные, да, в принципе, такое можно делать, чё, по идее, да? Все тогда. Все Салам тогда. алейкум. Валейкум ассалам.